Ну вот, ребят, всем привет! Сегодня 3 июля. Наконец-то у нас, как мы видим, мы выбрались в поход в тайгу. На несколько часов мы съездим в тайгу. Не буду я ехать на первую избу, не на вторую, а просто вот будем подниматься по этой дороге. По пути буду присматривать. Сейчас были дожди, может был какой-нибудь выход грибов. В первую очередь посмотрим грибы, потом дальше посидим с удочкой, порыбачим. И еще, если получится, бересту надо собрать. Все это дело мы сегодня сделаем и будем возвращаться. Пошли. Мы на окраине села Алексеевка. Взял сегодня на прогулку тулана. Он линяет, очень сильно линяет. Пусть бегает. В лесу, как мы видим, очень красиво стало. Почему красиво? Сейчас цветет иван-чай, вот кругом. Вот это сиреневое, вот эти цветы, это иван-чай. Если не лениться и собирать вот эти листья, вот так все люди собирают, сушат. Очень большой процесс, конечно, изготовления этого чая. Но мне лично этот чай, говорю честно, не понравилось. Я один раз попробовал, но это на любителя. Какой-то вот особенный вкус чая. Просто я с детства пью магазинский чай и вот так привык. Вот здесь вот сразу мы, как мы видим, ягоды. Это не земляника, а по-другому называется. Я опять также забыл. Но вот это, смотрю, как будто земляника. Это лесная земляника, белая еще. Вот, на улице солнышко, ветерок. Сегодня, в принципе, ветреный день будет. Думаю, меньше комаров будет. Сейчас очень большая гроза у нас в эти дни была. Молния, гроза гремела. И овод, основной овод, наверное, сезон у них закончился. Примерно так. Ладно, что будет, как будет. Поснимаю, покажу. Так что приятного просмотра вам всем. Давно уже не ездил на УАЗике. Сегодня первый летний поход. 2021. Поехали. Эта дорога ведет на нашу первую избу. Я уже сотни фильмов снимал. Ездил по этой дороге. Там что-то не хутит. Конечно, после этих дождей лесная дорога, она портится быстро. Очень много воды, хотя без передка даже машина у меня не проедет. Хотя тут почва более-менее еще твердая, но лужи образовались. Там дальше на повороте хуже дорога. Что-то я какие-то следы увидел. Не знаю, проехал, нет, где-то. Что-то я не понял. Вроде план. Следы. Олень, что ли, тут прошел? Грязный уже. Что-то интересные следы. Вот тут он есть тоже. Так, здесь не побонано.
Или лось. Похоже на лося, ребят. Вон он. Лось или олень. Вон. О, комаров сколько тут. Вот по дороге спустился. Вон. Один, второй, третий. Видно, это лось или олень. Что-то у лося острее, у копыта у этого оленя пошире. Не разобрать. Так, ладно, едем дальше. А комаров очень много тут на тайге. Прям сотни тысяч штук их тут. Фу. Здесь глубокая яма. Прям здесь ныряет машина. Дорога знакомая, знаю уже где, в какой яме какая глубина. Так, первая остановка у меня тут будет. Здесь я остановлюсь. Кругом иван-чай. Вот смотрите, какие цветы хорошие, красивые. Так, ладно, сейчас зайду в тайгу. Пройдусь сперва тут. Здесь хорошие места также. Может, грибы. Ну, чуть-чуть рано, еще полмесяца где-то до первого выхода грибов. Обычно где-то в середине июля первые грибы выходят. Но все равно пройдусь, прогуляюсь. Очень много черники цвело. А вот сейчас вот, когда я иду, вот сейчас вот я иду и практически я не вижу ягод, вообще нету. Но есть зеленые немножко. И 100% на 2% только ягоды образовались там. Фу. Антикомарин забыл. Тут спуск идет. И помнится, когда-то я сюда тоже приходил. Здесь морожка, но она еще должна быть. Заодно глянуть. Может ошибаюсь. Фу. Тоже места вот черничные. Очень много этих черничных кустов. Прям, ну, а ягод нету. Да, точно, морожка вот тут. В принципе. Такая вот низина влажная. Морожки единичные штучки, вот так я еще не спелые. Но сейчас уже налетят, начнут собирать. Вон они. Они твердые еще, они безвкусные. Ни вкуса, ни запаха, ничего нету. Несколько штук-то можно съесть так. А если много скушаешь, там не спелые они. Смотря у кого какой организм, может живот заболеть и диарея. Но я, конечно же, не пропускаю все это. Надо. Сейчас тайга дает витамины, все надо есть. Угу. Вон она. Ну, не знаю. При желании можно и на... Вон лосиные следы тоже свежие. Но сейчас они очень много ходят, а вода достает их. Вон они. Может, тот тоже лось, что по дороге ходил. В принципе, шаги. Длина одинаковая. Где-то метр. Туда пошел. Они сейчас в лужах, в озерах проводят время. Жарко для них и воды очень много. Вот так.
Соберут это все. Все ягоды это все соберут. Это недалеко от села. И это место очень много людей знает. Ягоды мелкие, конечно. Вон они. Я уже рассказывал один случай, где вот сюда пришли два человека собирать морожку вот именно в это место. Я не помню вот именно точку этого места. Пришли за ягодами и нашли человеческие кости. Этот человек весной уходил на охоту на глухариный ток, а его нашли вот тут. Немножко костей. Медведь, короче, разорвал этого человека. Вот так вот в жизни всякое бывает. Вот. Ладно, буду возвращаться. Сегодня солнечно и уже начинает. А, вон, смотри, ребят. Вон она. На солнце-то черника уже синяя становится. Вон. Но мало. Очень-очень мало. Первые ягоды черники, ребят. Вон они. Кислота. Ни вкуса, ничего нету пока. Сосны тут. Лес такой сосновый. Фу. Пение птиц. О. Еще весенние птицы. Вон они, как весной пели на второй избе. Вот так же еще они сидят на деревьях и поют. Очень мне нравится пение птиц слушать. Но как будто между собой общаются они там. Тулан ушел куда-то. Так, ладно, пойду полукругом таким. Нет, я возле дороги там когда ехал, там сырые места тоже, где вот красноголовики в первую очередь куда выходят. Еще ни одного я не увидел. Это говорит о том, что рановато еще. Минимум хотел поснимать, но вот видите, как опять я начал. Потому что народу не хватает этой природы. Стараюсь показать, как я вообще хожу тут, что я вижу. Не раз уже об этом говорил. Вот. С утра было 14 градусов сегодня. Это уже становится жарко. После дождей так резко погода поменялась. 30 с лишним было, и гром, молния, дожди, и погода поменялась. Короче, пошел я к машине и попробуем порыбачить на речке. Посижу с удочкой. Просто тупо посижу. Попадет, не попадет, это не самое главное. Мне хочется просто посидеть там. А я сейчас пошел дальше. Волтаче, тула. Тулан, поквалы. Лок. Он неуправляемый у меня бывает. Вообще неуправляемый. Локвалы любит и что? Набегался, пришел. Жарко ему. Это не от усталости, от жары. Да?
Мы пошли. Смотрите, береза и покрашена краской 25 точка вроде. Почему, спрашивается, покрасили? Кому это надо? А здесь дорога вот такая, ну, для вездеходов. Здесь у нас соревнование. Один год был. И соревновались. Вот по GPS должны были сюда заехать, сфотографироваться возле этой березы и дальше поехать. И так несколько точек для них. Препятственная дорога, типа бездорожье, там должны они заехать, там горку, там всяко разные. В местах стоят такие вот указатели. Вот такие дела могут быть. Ну сейчас что-то перестали они. Надоело, видать, ремонтироваться. Месяц ремонтируют и за день ломают машину. Мох, смотрите какой. Вон он. Вон. Одеяло. Вон. Это если избу строить, вот этот мох хороший. Хороший мох. Вместо утеплителя. Вот, наконец-то мы на дороге. Фу, хоть ветерок тут. Бездельник. Пусть бегает. Это уже больше месяца. Я уже почти больше месяца не выходил в тайгу. Он еще дольше. Сегодня она гуляется. О, тут ветерок. Хорошо. Где бы остановиться, порыбачить? Можно там пониже. Купается. Или еще на поворот выше подняться. Здесь ровно где-то примерно полпути до первой избы, до нашей. Ветер северный, северо-восточный даже как-то. Сейчас я буду думать, куда бы остановиться, где бы порыбачить, посидеть. Или пониже туда, или повыше подняться. Не могу поднять. С выбором места очень тяжело. Здесь хорошее место. Здесь глубокое, во-первых. Здесь рыбное место даже. Если донки закидывать на язя. Обычно тут язей много ловили раньше. Теперь-то рыбы мало все равно, но мелочь-то. Как ни крути, можно наловить. Но не плещется сегодня. Да и вода, наверное, наверх идет после дождей.
Ладно, подумаем.